Владимирович, добрый день, Владислав Андреевич, Лашин Узарович. С особым чувством радости и гордости приветствую вас на 10-м юбилейном съезде партии «Народный фронт». Эта дата не просто символ времени, это рубеж зрелости, итог большой и честной работы, и вместе с тем начало нового этапа жизни нашей партии и всей страны. Все эти годы партия ставила перед собой единую, неизменную задачу – обеспечение стабильного развития Республики Абхазия, укрепление ее международных позиций и поступательное движение вперед в экономике, культуре и социальной сфере. Как основатель и председатель партии я убежден, эти цели впредь останутся основным вектором нашей политической деятельности. Мы начинали как молодые управленцы, искренне веря в идею служения Родине. С каждым годом мы становились сильнее, опытнее и увереннее. В политической жизни появился долгожданный динамизм, и это стало возможным благодаря стабильной внутренней обстановке и гражданскому согласию. После непростого политического кризиса ноября 1994 года мы прошли сложный путь, сохранили единство и вновь доказали зрелость абхазского общества. Партия «Народный фронт» Абхазии определилась со своим выбором без промедления. И уже сегодня ясно, наш выбор был верным. Абхазия под руководством Бадры Зурабовича Бумба уверенно движется вперед. Мы этот курс поддерживаем, мы в него верим. За годы всей деятельности партии партия внесла осуществимый вклад во внутреннюю политику государства. Мы активно участвовали в обсуждении ключевых законодательных инициатив, уделяли внимание социальной сфере, поддерживали ветеранов и молодежь, способствовали развитию спорта и укрепили внешние связи в Абхазии. На этом я хочу остановиться подробно. Россию связывает многовековая и испытанная временем дружба. Наши народы всегда стояли рядом перед лицом угроз. В годы Великой Отечественной войны мы отправили 55 тысяч жителей нашей маленькой гордой страны. На фронт ушли 17 тысяч из них, к сожалению, вернулись. В 1992 году, когда добровольцы из России вместе с абхазами сражались за свободу нашей земли. И сегодня, когда наши бойцы снова демонстрируют мужество и честь в зоне специальной военной операции.